Затем была качели были. Сначала лучше был Магомедов, затем уже был Минеев. Но самое главное, что все закончилось ничьей. Сегодня этого быть не может, насколько мы знаем, ничья исключена. Да, ничья быть, знаете как, она может на самом деле случиться, но в этом случае пояс останется у чемпиона, в любом случае. Поэтому, вообще, в случае, когда пятираундовый бой не выявил победителя, но это большая редкость в истории. Даже вот промоушен UFC, говорят, 4 раза в истории это только было. Поэтому, а у нас уже 1 раз. Поэтому все-таки ничья маловероятна, прямо скажем. Итак, нас ожидает еще и главный карт. Давайте к бою Махно-Азатян. Ваши прогнозы. Все-таки любимец публики опять возьмет свое? Он любимец московской публики, но не сочинской, потому что в Сочи Махно проиграл Раисову. И здесь скорее Азатяна с его армянской фамилией полюбит. Также, хоть он из Беларуси. Но в целом, конечно, Махно фаворит. Он такой уже мастодонт, уже более опытный, да, сколько эфиров на Матч ТВ у человека было. А Азатян, все, молодой, голодный, но Азатян сегодня может себя проявить. У Махно в активе, точнее в пассиве поражения в последнем бою. Насколько это будет его мотивировать? Это хорошая мотивация. Вернуться в сердца болельщиков. Да, спасибо большое. Камил Гаджиев. Предвосхищали мы главное событие сегодняшнего дня. Да, посмотрим, как это будет. Надеемся, что все 5 раундов бескомпромиссные рубки. Зрители, друзья. Ну а сейчас самое время передать слово нашим комментаторам. Алексей Володин, Давид Кушашвили. Пожалуйста. В спорте все вызывает интерес. Мы усиливаем его. Кто будет новым тренером? Как закончится сезон? Мы выбираем героев и следим за ними. Просто следим? Участвуем. Принимаем смелые решения. Делаем ставки. И знаем, что таких, как мы, много. Ведь для нас это не просто спорт. Отбрось сомнения и играй ярче в новом сезоне вместе с Фонбет. 1000 рублей новым клиентам Фонбет. Саша. Класс обучения var. Было все так, что я это делаю. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать на Ред-арену и горной зоны Красная Поляна, где AMC Fighters представляет вам 105-й международный турнир под смешанными единоборствами AMC Fighters Сочи с главным событием вечера, самым ожидаемым боем года. Магомед, лысый хищник, Исмаилов Владимир, волшанин Минеев. Генеральный партнер, букмекерская компания Дэдпул. Итак, дамы и господа, официальные лица готовы, бойцы готовы, а готовы ли вы на Красной Поляне? Уважаемые телезрители, миллионы глаз нашей страны и всего мира, вы готовы? В прямом эфире с Ред-арены AMC Fighters Сочи! И вашему вниманию, трехраундовый бой в промежуточном весе 81 килограмм. В угол. Добро пожаловать, боец из Республики Беларусь. Встречайте, Виктор Азатян! И я бы вплетал свой голос в звериный вой там, где нога продолжает начатое головой. От полноты чувств цитирую Бродского. С вами Давид Кучушвили. И рядом со мной Алексей Володин. Это Класс обучения бачок. Под Горобина. В главном поединке Владимир Минеев сразится
сразиться с Магомедом Исмаиловым в бое реванша. 3 года мы этого с вами ждали, друзья. И вот, наконец, дождались на Ред-арене в Сочи. Ну, а пока нас ждет не менее интересное противостояние с участием Алексея Махно, атамана, которому предстоит сегодня сразиться с Виктором Асатряном. Сейчас мы ждем его появления. Итак, Виктор Азатян, 96-го года рождения, 25 лет, родом из Еревана, сейчас проживает в Минске, представляет клуб Академия ММА. 178 сантиметров его рост, 9 побед, 4 нокаутом, 4 сабмишенами, 1 победа решением, 2 поражения, оба решением судей. Чемпион Республики Беларусь по ММА 2021 года. Виктор начал свою карьеру в профессионалах в 2015 году. 3 досрочные победы подряд он вышел на бой с Муслимовым, которому уступил единогласным решением судей в 2016. Затем у него была серия из 4 побед подряд, в которой он победил Артура Малхасяна, проведя гильотину в первом раунде. В 2020 году встретился с Иваном Соловьевым, которому уступил единогласным решением. Сейчас идет на серии из 2 побед подряд, обе нокаутом в первом раунде. В ноябре 2020 года победил Бекмурата Рустамова, а в июле 2021-го Ивана Забевского. Причем с Иваном Виктор устроил настоящее кровавое побоище, переведя соперника амплитудным броском на канвас и забив локтями сверху в маунте. Добро пожаловать в боец из России. Дамы и господа, встречайте по прозвищу Атаман Алексей Махно. Здравствуйте, уважаемые любители единоборств. Действительно, есть такая фраза у нас: обычного 3 года ждут. Но полностью она звучит так: обычного 3 года ждут, а потом отказывают. Сегодня Магомед Исмаилов и Владимир Минеев нам не откажут в реванше и не откажут в шоу, которое они устроят в завершении турнира MC Fight Night за номером 105. А сейчас начинается выход Алексея Махно. И наверняка многие из вас прекрасно знают этого парня, знают, в каком стиле он ведет свои поединки. İnşallah друзья, видео мешает, но блин, акция мешает. Он действительно всегда дерется до конца, до последнего, готов рисковать. Ему 31 год, он представляет зал Evolve, 23 победы и 7 поражений. У него в карьере 9 побед нокаутом и 3 победы удушающими приемами. На удивление, просто в пандемическом году Алексей умудрился продемонстрировать свое мастерство аж 3-ды. Были повержены Иван Анохин, Адим Рамбаев и Давид Хачатрян. В текущем году Махно идет по схожему графику, и сегодня уже 3-й поединок. Была победа над Басом Акочевичем и поражение от Юсуфа Раисова. Сегодня 3-й бой в этом году. И, наверное, в 2021-м Алексей Сочи, да. мы уже не увидим. В любом случае, ему принципиально важно закрыть эту неудачу, которая случилась в своем с Раисовым. Фата Миров, главный тренер и фронтмен зала Evolve, выводит Алексея Махно, как всегда. Помимо занятий спортом, боем, Алексей также работает и на журналистском поприще, работает корреспондентом, ведет спортивную аналитику, участвует в различных шоу и передачах. В общем, разносторонний человек, разносторонний боец. И очень интересно, что нам сегодня он покажет. Так, Виктор Азатян против Алексея Махно. Вашему вниманию прямо сейчас и слово Александру Нагорскому. Представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу. Ему 25 лет. Рост 178 сантиметров. Вес 80,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 10 побед, 2 поражения. Дамы и господа, он чемпион Республики Беларусь по ММА 2021 года, представляющий Академию ММА из Минска, Беларусь, Фатан Виктор Азатян. Его соперник в красном углу
клетки. Бойцу 31 год. Его рост 177 сантиметров, а вес 81 килограмм ровно. Профессиональный рекорд 23 победы, 7 поражений. Он мастер спорта по кикбоксингу и комплексному единоборству. Представляющий бойцовский клуб «Атаман» родом из Тулы. А ныне представляющий Москву, Россия. Вот он, Алексей Атаман Махно. Рефери поединка Герихан Шевилов. Начинается основная часть турнира AMC Fight Night 105. Герихан Шибилов рассудит Виктора Азатяна и Алексея Махно. 3 раунда по 5 минут. Виктор Азатян из Беларуси. И он представляет Академию ММА. В свое время Алексей Махно встречался с Артемом Дамковским и уступил ему. Сейчас, в определенном смысле, ученик Артема постарается сделать то же самое с Алексеем. Получится или нет, узнаем прямо сейчас. Поехали. Виктор достаточно быстрый спортсмен, при этом весьма нестандартный, выбрасывает удары с разных углов. Часто слегка подсаживается, как бы раздергивая соперника. Очень неплохо работает он вторым номером. Здорово проводит броски у сетки и атакует в граунд энд паунд. Но сегодня у него оппонент другого калибра. Алексей Махно очень опытный. Хороший лоу-кик был от Махно. И правый прямой. Здесь же по корпусу еще добавляет Алексей. Чуть-чуть не хватило дистанции. Еще один удар. Пока не плывет Виктор Азатян, но он был на секунду протрясен. Но при этом, кстати, нанес ответный удар с правой руки Виктор. Достаточно неплохо. И слегка пошатнулся даже Алексей. Да, была определенная чехарда с соперниками. И Виктор Азатян — это уже 4-й оппонент Алексея. Вес промежуточный до 81 килограмма. Обычно Алексей выступает в полусреднем весе, а раньше и вовсе был легковесом. Еще один удар с правой руки, вновь точно. شاید بعد همین سر Начинает действовать с дистанции. Алексей Махно пока. Джеб. Виктор также не форсирует события, присматривается к оппоненту и попадает с правой руки сейчас Алексей Махно. И слева, и справа достает Алексей Махно, и на самом деле постепенно это все превращается в избиение Виктора Азатяна. Но атаки одиночные, как правило, Алексея. Полный форсаж он не включает, проходит в корпус. Достал и с правой руки Алексей Махно своего соперника. Очень неуверенно смотрится пока Виктор Азатян. Ему нужно идти в атаку. Шикарный был апперкот, и сейчас правый боковой. Еще одна атака. Нет, здесь не получается. 2 минута заканчивается в первом раунде. Пытался пробить корпус, но снова неуверенно Азатян действует. При этом, да, ведь не самый высокий темп, да, у этой встречи. Висит напряжение в воздухе. Разбита губа, кажется, Махно. Да, мы видим, что Алексей дает возможность поработать Виктору первым номером. Виктор занял центр. Достает с правой руки Алексей. Здорово. Кажется, что с прицелом никаких проблем у Алексея нет. Но как же держат все эти попадания Виктор? Клинч. Попытка перевода в партер со стороны Махно. И удачно. Казалось бы, совсем недавно Алексей Махно провел поединок с Юсуфом Раисовым и должен был, по идее, восстанавливаться, но говорил Махно в интервью, что он набрал хороший ход, великолепную форму и не хотел просто из нее выходить. Кавгард, и здесь Алексей может еще больше улучшить позицию. Последняя победа, которая добыта в борьбе у Алексея Махно, это успех в поединке с Давидом Хачатряном, которого Атаман задушил со спины. Да, что было весьма невероятно даже, поскольку мы знаем, насколько хорош в партере Давид. А вот так можно тоже атаковать. Азатян прижимает к себе Алексея. Но удается освободить правую ногу и зайти в полный маунт пока Алексею. Пропускает удары Виктор. Еще одна атака. Никуда не торопится. Очень академично работает сегодня Алексей Махно. Попытался оттолкнуть Виктора Азатян, Алексея от себя, но не получилось. А вот сейчас забрасывает ноги. Может быть, получится выйти на прием. Но нет. Скорее всего, нет. Да, Алексей очень опытен и все контролирует, все видит. Камерфисты пошли в дело. И тем не менее не теряет попыток Виктора Азатян провести сабмишн.
Но несколько ударов наносит Алексей. Минуты еще есть в первом раунде. Пока он носит односторонний характер. И апкик получается у Азатяна. Неприятно для Махно. Но, тем не менее, пока что он в той же позиции, наносит удар свободной рукой. И еще один апкик. В этом году мы уже видели нокауты подобными ударами. Они действительно впечатляют. Пропустил там Махно, кстати, еще один удар, на этот раз с руки. Старается огрызаться Виктор Азатян. Он понимает, что, несмотря на потерю позиции, нужно оставаться активным. А все знают, конечно же, про отличную школу кикбоксинга в Беларуси. И Артем Домковский отлично действует в стойке. Но мы видим, что никакой паники в действиях Виктора Азатяна на настиле нет. И тем не менее, этот раунд звучат молотки, сигнализирующие о завершении раунда. Все равно старается огрызаться Виктор. В спорте все вызывает интерес. Мы усиливаем его. Кто будет новым тренером? Как закончится сезон? Мы выбираем героев и следим за ними. Просто следим? Мы участвуем. Принимаем смелые решения. Делаем ставки. И знаем, что таких как и много. Ведь для нас это не просто спорт. Отбрось сомнения и играй ярче в новом сезоне вместе с Фонбет. 1000 рублей новым клиентам Фонбет. И минералов, и наполняют ваш организм энергией и дарит заряд отличного настроения на Итак, целый день. заканчивается перерыв. Активно работает тренер с Виктором Азатяном. Ему нужно что-то менять. Очень много ударов он пропустил в первом раунде. И посмотрите, и это определенные повреждения и у Алексея Махно. Хочешь быть здоровым и счастливым? Открой для себя. Да, явно складывается не просто поединок для Алексея, хотя он в нем ведет. Но, тем не менее, Виктор Азатян определенные проблемы сумел ему создать, локальные, скажем так. И не отбывает просто так номер. Алексей отмечал, что его тренировочный процесс практически не прерывался после неудачи, которая случилась в июле этого года. Джеб на старте и вновь добавляет сразу же мидл-кик в печень. И вот ответ от Виктора Азатяна. Достал одним ударом. Нужно быть Виктору очень внимательным, поскольку Алексей может снова перевести его в партер. Хотя, как правило, Махно предпочитает работать в стойке. Вы посмотрите, доносит свои удары до цели раз за разом Алексей Махно, но по-прежнему на ногах остается Азатян. Да, очень крепкий спортсмен. Виктор Азатян умеет терпеть, пережидать шторм. Шторм будет завтра. Также на канале Матч ТВ в исполнении Александра Шелеменко и Артура Гусейнова. Ну а пока смотрим AMC Fight Night. Попытка прохода в одну ногу со стороны Алексея. Прихватил он ее, но перевод пока мы не видим. Защищается, насколько это возможно, у сетки Виктор Азатян. Здесь не просто нужно это сделать. Хороший ключ взял и не удается заступить в Махно для того, чтобы перевести оппонента на настил. Откручивает корпусом и добивается своего, но отдает позицию, воспользуется линией Виктора Азатяна. Посмотрите, забирает шею Виктор. И есть возможность у Виктора выйти на удушающий, если он закроет замок, но нет. Пошла гильотина. Взял только одну ногу Виктор Азатян. Вкладывается Азатян, и сейчас он может закислиться, но контроля немного не хватает, и должен освободиться Махно. Что он и пытается сделать. На самом деле не совсем понятно, зачем Алексей пошел в борьбу. Ведь у него все получалось в стойке. Сейчас закисляется Виктор. С каждой секунды все больше и больше. 3 минуты с небольшим до конца второго раунда. И как только освободит голову, Алексей, у него будет шикарная позиция, много пространства. Тут же он берет замок и, возможно, ручной треугольник. Если освободит правую ногу и выйдет в боковой контроль Махно. Да, это позиция халфгарда, и мы видим, что он выходит не в боковой контроль, а в маунт сразу же садится. Да, этот прием можно и отсюда сделать, а можно и бить. Прижимается Лайка, Виктор мужики, лайка. Азатян к Алексею, чтобы не дать Что тому ты говорил, бить, Амбина? но понимаем, что Алексей будет оттягиваться и наносить свои удары. Очень осторожно и аккуратно работает Алексей. Необходимые четкие движения на коротке, в том числе, возможно, локти. Есть первое попадание. И буквально припечатывает голову оппонента.
Алексей. Время еще есть. 2 с небольшим. Разные получаются у нас пятиминутки, но неизменным остается одно. И в первом, и во втором раунде ведет Алексей. Хотя эпизодически Виктор Азатян выглядел очень остро. И здесь либо разворачиваться Виктору, либо пытаться мастить и сбрасывать Алексея с себя. Вот в этом положении оставаться ни в коем случае Виктору Азатяну нельзя. Абсолютно спокоен Ильфат Амиров, подсказывает также он Алексею. Но атаман и сам прекрасно все понимает, что и как ему нужно делать. Достаточно короткий. Прекрасно все понимает, что и как ему нужно делать. Достаточно короткие, редкие удары выбрасывает Алексей Махно. Да, и следит Алексей за тем, чтобы Малов не становился слишком высоким. Здесь попытка вращения отдает спину. Виктор Азатян, появляется возможность для нанесения ударов или, возможно, удушающего приема снизу. Попадает Алексей. Знаем, что Алексей умеет душить. Будет ли он это делать здесь, сейчас, заправлять ноги, для этого нужно. Чатряна уже сегодня вспоминали. Ну что ж, продолжает выживать Виктор Азатян. Наносит еще один удар Алексей Махно. Но ноги не заправляет. Да, просто атакует с этого положения. И вот хорошее вращение. И рычаг колена начал искать там Виктор Азатяна. Посмотрите. Вот это, возможно, будет дотягиваться Алексей до головы. скручивается Виктор. Нет, не получается. Корпусом грамотно отрабатывает Махно. Продолжает наносить удары Алексей. Час пить. И вот отвечает Виктор Азатян. Также включает локоть. Менее 30 секунд. Будет ли форсировать события здесь Алексей и постарается завершить, будет досрочно или нет? Заправил ноги. Нет, ошибка. Со стороны Махно. Сумеет ли воспользоваться этой ситуацией Виктор Азатян сейчас? Выходит на удушающий прием. Позиция не идеальная для этого была. Прекрасное вращение делает Алексей. Забирает позицию и все. Переворачивает с ног на голову. Очередной раз в этом поединке. Раунд заканчивается. В спорте все вызывает интерес. Мы усиливаем его. Кто будет новым тренером?